Шоу. Клидачит. Вера Мукатызлы. Шоу. У нас будет такая торжественная праздничная церемония награждения обладателя звания Дуне Адеми, которое мы организовали в интернет-сообществе, в удмуртском интернет-сообществе. В конце года различные сообщества, там какие-то организованные по каким-то интересам или по каким-то другим критериям, они подводят итоги. И вот это наша премиум акция, связанная с присуждением звания Дуне Адеми тому или иному персонажу или коллективу, тоже такое своеобразное подведение итогов. Мы таким образом выделяем людей, кто внес весомый вклад в пропаганду удмуртской культуры в мире, любыми инструментами, которые можно задействовать. Процедура голосования шла в интернете, и таким образом основными выборщиками стали пользователи интернета. В частности, удмуртской группы в социальной сети ВКонтакте. Мы в течение года выделяли людей, которые, по нашему мнению, своей деятельностью внесли тот или иной вклад в пропаганду удмуртской культуры. Таковых людей очень много набралось, и после того, как мы объявили о начале этой акции, пользователи интернета внесли еще свои кандидатуры. Но в течение этой акции мы приняли решение из этого списка претендентов удалить людей, которые относятся к так называемым профессиональным удмуртам, чья деятельность по продвижению удмуртской культуры связана с их непосредственно служебной деятельностью, с их профессией, с тем занимаемыми должностью, то есть они по долгу службы занимаются этим. Мы решили выделить из всего списка людей, для которых продвижение удмуртского является на уровне хобби, таким занятием для души. Вот. И в результате на сегодняшний день из всего списка у нас в лидирующее положение вышли группа Silent Vogur. Это благодаря их финским гастролям, то есть успешным финским гастролям, когда они в Финляндии показали удмуртскую культуру, которая в формате таком мукет шедон, который вызывает другие ощущения. И также лидером в этом голосовании является активист удмуртского интернет-движения Роман Романов, который создает сайты, распространяет удмуртские знания, удмуртские новости и так далее. И кто из них станет победителем, мы выясним на премиум пати Дуне Адеми. С одной стороны, это технология. Технология, когда посредством какого-то хит-парада или посредством какого-то голосования мы людям даем определенные знания о том, чем сегодня живет удмуртская культура. Это знание о современном состоянии удмуртской культуры. Вот. В этом и социальная такая значимость. То есть это не просто список каких-то людей, но это именно показатель того, чем сегодня и как сегодня живет удмуртская культура. Клидачит. Вера Мукатызлы. Шоу. Вся зимняя серия удмуртских вечеринок в клубе «Авиатор» она будет проходить в формате премиум пати. То есть у нас постоянно мы разрабатываем какие-то акции, для участия в которых приглашаем всех желающих. Январская премиум акция будет посвящена удмуртским провалам. То есть есть такой формат антипремия. Она вручается событиям, людям, у которых что-то не получилось, которые очень много говорили, но мало сделали. Либо кто-то очень много сделал, но это сделанное вызвало какую-то негативную реакцию самих же удмуртов, допустим. То есть это такие скандалы, это такие непривычные для удмуртского мира, то, что не принято говорить вслух, мы это все будем говорить на антипремии. Ну а февральская вечеринка, она будет посвящена празднованию Дня родного языка, отмечанию Дня родного языка. И здесь мы будем выбирать лучшие удмуртские слова и выражения на удмуртском языке. То есть то, что сегодня популярно говорить, то, что сегодня больше говорится, это какие-то неологизмы, это какие-то конструкции, связанные, такие билингвистические конструкции, как например, эктоника, ведущей которой ты, Вероника, являешься. Я думаю, что эктоника, слово эта словесная конструкция, она и станет победителем. Шоу. Клидачит. Вера Мукатызлы.